Ну, пожалуйста, представьтесь. Меня зовут Янус Аркевич. Я профессор по финно-угорским языкам из университета Хельсинки, Финляндия. Ну, такой немножко некорректный, может быть, вопрос, смешной, может быть. Вы есть в Википедии? Ну да, есть А в каких страница. разделах? Есть, по-моему, финскоязычная Википедия и в русскоязычную статью есть. Не Прекрасно. знаю, есть ли по-английски. Сомневаюсь, что нет. Но в русскоязычной Википедии точно есть статья про меня. Отлично. И вот сегодня вы говорили в своем выступлении о разнице между состоянием языков в России и другими миноритарными языками в мире. Вот какова она сейчас? Как вы думаете? Ну, вопрос, конечно, очень сложный, потому что в России очень разные миноритарные языки. Некоторые из них такие большие языки, что в европейских условиях это вряд ли было бы миноритарными языками. Такие, как, например, татарский, который имеет больше 5 миллионов носителей. Или же То есть вы считаете, что миноритарность или такая вот это именно из-за количества носителей? Да нет, Как миноритарность это основной. из-за контекста. Из-за Ага. контекста. То есть, например, наш финский язык, мой родной язык, в Финляндии он является государственным языком, то есть это языком майоритета. Тот же самый финский язык говорится, например, в России. В России есть группа советских и германских финнов. Естественно, в российском государстве России финский язык является всего лишь одним миноритарным языком. Угу. Угу. И в таких же условиях живет финский язык, также и в Швеции, например. Или же тот же самый русский язык. Здесь он государственный, и в то же самое время мы знаем, что русский язык сейчас является миноритарным языком в очень многих других государствах, в том числе и бывшие страны Советского Союза, многие европейские страны, США и так далее. То есть все зависит от контекста. И еще один момент, который очень заинтересовал и, может быть, даже вызвал вопросы, когда вы сказали, что школа может убить язык. Он является убийцей языков. Да? Вот поясните, пожалуйста, этот момент. Да, мне кажется, что если надо назвать всего лишь один фактор, который больше всего угрожает языков мира, мне кажется, что это все-таки школьно-образовательной системе разных государств. Потому что в мире имеется где-то 7 тысяч, 8 тысяч живых языков. Но в школьно-образовательных системах государств мира обычно пользуются всего лишь один или в лучшем случае 2-3 большего языка в каждой стране. То есть получается, очень многие языки вообще не используют в образовательном процессе. И когда они не пользуются, как результат, эти языки не способны функционировать в современной рабочей жизни. Не хватает терминологии, литературного стандарта, навыки пользования языка в научно-популярной литературе, в средствах массовой информации и так далее. То есть получается, что школа это основной институт, который должен делать языки употребительными. Если нету языка в школе, то другие институты, как семья, средства массовой информации, вот они не смогут спасти Нет, язык. естественно, они смогут делать многое. Ну, понимаете, например, ваш якутский язык. Он возник в условиях, которые совершенно разные по всем параметрам, нежели условия современного общества. Старые якуты, я так представляю, они жили в своих общинах, значит, занимались
оленеводством, там, этим, Крупным рогатым крупным скотоводством, рогатым да, скотоводством, там, коневодством. традиционными промыслами. И, в общем-то, вся работа была связана с добычей еды. Ну, примерно так. Или и других там нужных, э, нужных вещей. Но современная рабочая жизнь, она не такая. Современная рабочая жизнь чаще всего относится на знание языка, то есть на знание каких-то языковых норм. Человек может быть там юрист, консультант, преподаватель, не знаю еще, какой-то инженер, врач. Но все эти профессии принимаются в течение очень долгого учебного процесса, когда человек с помощью языка э, должен учиться к системе понятий, и потом в своей работе он пользуется этими понятиями, э, создает тексты, письменные, устные тексты, документы, читает и так далее, и так далее. То есть язык, который раньше был всего лишь э, Средством общения. средством общения Да. или средством коммуникации, Сейчас стало еще и орудием труда. И поскольку он стал орудием труда, и общество сейчас предлагают образовательный процесс, чтобы внедрить языковые навыки, которые нужны для рабочей жизни такого типа. И само собой разумеется, что когда люди разных регионов, разных стран все больше и больше в контакте друг с другом пользуются все больше и больше только некоторые очень крупные языки, такие как в Российской Федерации русский язык. А в конечном итоге, конечно, на мировом уровне пользуется чаще всего только один английский язык. Даже русский язык не хватает для многих целей современной рабочей жизни. И поэтому я думаю, что для того, чтобы реально повлиять на судьбу наших миноритарных языков, мы всегда должны думать о том, как создать условия, где эти языки требуются в работе, где эти языки преподается в образовательном процессе, так что они были бы востребованы, они были бы как-то привлекательнее для молодежи и так далее. То есть нужен и такой образовательный процесс. Ну, разумеется, нужна еще и рабочая жизнь, где эти языки используют. И нужны еще всякие роль-модели для детей и молодежи, которые используют малые языки для того, чтобы эти языки были привлекательны. То есть, например, вот что такое ролевые модели? ну, это может быть какие-то поп-звезды, это может быть какие-то там... То есть это подражательное. Да, это может быть какие-то идолы какие-то, да? Звезды мультфильма, это может быть Как люди, так и персонажи. что угодно, да. Это может быть человек, кто делает рэп-музыку на основе якутского языка, или же это же может быть какие-то кинозвезды. Я понимаю, что в Якутии сейчас очень активно занимается своей Кинематографией, да. кинематографией. И я думаю, что такие вещи очень здоровые. И я, конечно, не могу сказать, что это в каждом конкретном случае, но надо, чтобы было хотя бы какие-то позитивные модели, которые связываются именно с малым языком, а не с большим. Понятно, спасибо. И ну, поскольку мы берем интервью для викимедистов, прежде всего, вопрос такой. По вашему мнению, Википедия и другие проекты, вики-проекты, которые
развиваются вместе с Википедией, какое они значение могут иметь для миноритарных языков, для региональных языков? Я думаю, что это очень важные проекты, потому что это все-таки Википедия, когда она работает хорошо, так же, как она работает сейчас на основе многих больших языков, как на английском, на русском и так далее, она является основным источником информации по всем делам. И я думаю, что для Википедии в малых языках надо прежде всего концентрировать на такую местную информацию, которая не найдется в Википедии на русском языке, например. То есть думаю, что есть масса всяких явлений, которые связываются именно с якутской культурой, причем мало написано в русскоязычной Википедии. Вот, мне кажется, что надо сознательно создать страницы по таким темам, чтобы те, кто занимается Якутией, якутским языком, якутской культурой, могли бы найти эту информацию именно на основе своего языка, а не на основе большого языка. Но кроме того, думаю, что еще надо, конечно, внедрить также лексику всех отраслей науки и общечеловеческой деятельности по малым языкам. То есть Термины. да, терминологию. То есть надо создать страницы обо всем. О математике, химике, физике, географии и так далее. Я думаю, что, например, в Якутии, раз это такая все-таки относительно большая, благополучная территория Российской Федерации, здесь найдется специалисты по всем отраслям жизни, как, например, география, физика и так далее. Я думаю, что было бы, может быть, целесообразно создать группу людей и найти для них грант из какого-то фонда, чтобы они все писали по своей специальности статьи для Википедии, ну, на народном языке, то есть не на русском, а именно на народном языке, чтобы эта информация имелась на народном языке и чтобы она способствовала внедрить нужную терминологию в язык. Хорошо. И такой вопрос. Вы также в своем выступлении упомянули лингвистический ландшафт, об его важности. Как вы думаете, вот эта вот визуальная информация, какую роль она имеет вообще? Это и есть то, что есть роль модел. То есть мы говорим о том, что нужны какие-то навыки, нужно делать видным то, что есть. Например, здесь в Якутске, где мы сейчас находимся, по статистике больше 60% населения Якутии. Думаю, что почти все из них в той или иной мере владеют якутским языком. Но тем не менее, по городу, думаю, больше 90% из всяких указателей, щитов, реклам и так далее, это на русском языке. Было бы неплохо иметь хотя бы что-то на своем языке для того, чтобы и молодежь, и дети видели, что, в общем-то, этот язык годится на такую работу. То есть этот язык можно пользоваться в равных условиях, помимо с русским языком. Я думаю, что это очень важный такой психологический и педагогический фактор, когда человек видит, что этот язык реально можно пользоваться так же, как и русский язык. Вместо того, что в магазине написано название всех продуктов на русском языке, это можно делать в двух языках сразу же. Или же рекламу можно делать на якутском. Я думаю, что если бы кто-то это сделал, это могло бы даже иметь позитивный Да, это имеет, резонанс. реклама на языке есть, и, в принципе, она востребована довольно-таки. Ну, поскольку предприниматели
понимают свою выгоду, поэтому они делают на этом языке. Да? Вот этим мы гордимся. Но это не тема как бы, нашей беседы. Спасибо за ответ. И такой вопрос про гаджеты. Про чего? Про смартфоны, Ага, про компьютеры, про все эти вещи, с которыми обычный человек связывает потерю связи со своим ребенком, потерю какой-то преемственности, традиций. Вот как вы думаете, гаджеты, они зло или все-таки это инструмент, которым можно сделать и добро? Ну, со стопроцентной уверенностью было бы тупо сказать, что это зло, потому что это все-таки реалитет нашей нынешней жизни. Это приборы, которые можно пользоваться для самых разных целей. Я сам пользуюсь ежедневно. И думаю, что здесь тоже, в общем-то, я думаю, что все информационные технологии имеют достаточно хороший потенциал для малых языков, если она применяется. Потому что все-таки информационные технологии сейчас делают возможным синхронный перевод очень быстро. Они могут быть полезны в правописании и так далее. Потом мы знаем, например, что очень многие представители национальных меньшинств в России не уверены в своих знаниях по поводу литературного языка своего народа, потому что преподавания в школе мало. И в данном случае информационные технологии могут быть полезны, они могут помогать нам писать слова правильно. Они могут также способствовать в создании новых сетей людей. Я сам занимался немного вопросом о том, как финно-угорский язык сейчас пользуется в социальной медии. Думаю, что он вообще создал целую группу новых таких социальных общин, которые раньше существовали, и где люди из разных населенных пунктов могут общаться друг с другом на своем языке. И это сильно активизировало использование языка, и именно таких форм или таких вариантов языка, которые не письменные. То есть это такие промежуточные между традиционным письменным и письменным языком и устных вариантов языка. То есть это такой ближе к языковой реальности, так скажем. То есть там можно писать так, как человек говорит. Разговорный Да, вариант языка. и не чувствовать, что это не выгодно, да, это не годится. И, ну, в принципе, так. Понятно. Спасибо большое. Ну и в заключение, пожалуйста, викимедистам Саха, ну, обращение какое-нибудь, может быть. Приветствую вас всех и желаю вам успехи в вашей важной работе. Думаю, что создать Википедию в малых языках — это очень важное дело для своего народа, для будущего своего языка. Ахтал.